Наши юные друзья, предлагаем вам послушать добрую историю о самой смешной корове на свете, которую зовут Лизелота. Автором этой сказки является немецкий детский писатель и художник Александр Штефенсмайер. Посвящается Тому и всем, кому не спится. Добрых снов! Каждый вечер хозяйка приходила в коровник и читала на ночь что-нибудь интересненькое. Истории были разные: о диких кровожадных тиграх или о злых дерзких пиратах, или о 3 поросятах, которые решили построить себе по дому. После этого все животные отправлялись к себе спать. В тот вечер Лизелота устроилась на своей соломенной лежанке и закрыла глаза, но спать почему-то совершенно не хотелось. Лизелота уговаривала себя заснуть и так, и этак, но сон не шел. «Все уже давно видят 10-й сон, а я тут маюсь в одиночестве», — думала Лизелота, вслушиваясь в ночную тишину. Лизелота ворочалась сбоку на бок, укладывалась по-разному, но все без толку. Тогда она решила попробовать несколько испытанных усыпительных средств. Можно, например, попрыгать, чтобы как следует устать. Можно напиться травяного чая. Можно надеть толстые шерстяные носки. Можно принять теплую ванну. А что, если пойти посчитать овечек? Но у них не было овечек, только одна коза. 1 сосчитала Лизелота, 2 добавила она, решив сосчитать и пони, вздохнула и пошагала к свинарнику. Коза встрепенулась. Что там за шорохи? А вдруг это кровожадный тигр, о котором читала хозяйка? Коза тихонько разбудила пони. Посовещавшись, они решили на всякий случай запереться получше. Свинюшки мирно похрапывали. 2 штуки не густо, подумала Лизелота. Тут ей в голову пришла прекрасная мысль, и корова быстро побежала к дому. Свинюшки открыли глаза. Чего это Лизелота бродит тут среди ночи? Мается бедняга, мы-то всегда спим, как убитые, захихикали хрюшки и закрыли глаза. Но вот беда, сна как и не бывало. «Все спят по 2, рассуждала Лизелота, взбираясь по лестнице. «А я одна-одинешенька. Вот поэтому мне не заснуть». «Ну ладно, сегодня поспи уж у меня», — милостиво разрешила хозяйка, когда Лизелота явилась к ней в спальню. «Совсем другое дело», — подумала Лизелота, устраиваясь поудобнее. «Вот только жестко на полу лежать, хвост мешает. А что, если попробовать вот так?» Лизелота взгромоздилась на кровать. Лизелота пристроила голову на подушку и сладко потянулась. Раздался страшный треск, и кровать развалилась. «Убирайся отсюда!» – рассердилась хозяйка и вытолкала Лизелоту из спальни. Тут Лизелота заметила телефон. А может, попроситься к почтальону? Ведь он мой друг. После 30-го звонка почтальон наконец отозвался. «Алло!» – сонным голосом сказал он. «Фочта, сочта, то есть мочта, охо!» Пока он зевал, Лизелота забыла, о чем хотела его попросить. Быстро повесила трубку и понуро побрела снова во двор. Лизелота сунула голову в окошко курятника. «Уютненько тут», – подумала она. «Может быть, здесь пристроиться? Только бы мне их не перебудить, а то поднимут гвалт». Но в курятнике было так пыльно и так пахло куриным пометом, что в носу у Лизелоты засвербило, и она громко чихнула. «Апчхи!» От такого чиха с курятника слетела крыша, и начался страшный переполох. Лизелота испугалась и поспешила убраться к себе в коровник. Там она легла на соломенную подстилку и стала вслушиваться в тревожные звуки ночи. Хозяйка спустилась в кухню. Спать ей было теперь негде, и она решила сварить себе кофе. Все равно уж скоро утро.
И тут затрещал телефон. «Это не вы мне звонили?» – спросил почтальон. «Нет», – ответила хозяйка. «Я уже и маму спросил, и сестру. Они не звонили. Кто бы это мог быть?» «Чудеса!» – удивилась хозяйка. Коза и пони тем временем придвинули тяжелый буфет к самой двери. Теперь никакой тигр не подберется. Свиньи ворочались сбоку на бок, тревожно похрюкивая. Куры отчаянно квахтали, бурно обсуждая, куда могла подеваться крыша курятника. И только Лизелота спокойно лежала себе на соломе и тихо подремывала. Она прислушивалась к шуму на дворе и думала: как хорошо, что я не одна, и сама не заметила, как крепко заснула. Доброй ночи!